Главные события уходящей пятницы, 10 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации республики на новый пятилетний срок до 30 года. Голубое топливо пройдет еще в 27 населенных пунктов республики. Минтранс назвал сроки закрытия паромной переправы Якутск-Нижний Бестях. Они могут быть изменены с учетом погодных условий и обстановки на воде. В парламенте республики завершились публичные слушания по вопросу приведения Конституции Якутии в соответствие с федеральными нормами. На них выступили порядка 30 участников. Прививочная кампания против гриппа продолжается. Врачи призывают не откладывать вакцинацию. Иммунитет формируется в течение нескольких недель. В историческом зале Национальной библиотеки состоялась презентация книг, посвященных поэту, переводчику Дмитрию Дыдаеву. Расскажем подробности. В Петербурге на площадке Международного газового форума в режиме телемоста дали пуск газа в регионы России. В Якутии голубое топливо пришло в село Ломтука Мягино-Кангаласского района. Церемонию пуска посетила Айсена Бурнашова. Все подробности в ее материале. Этого дня ждали в Петербурге. На форуме волнительно по-особенному. Все объекты готовы к пуску газа, проверены. Ждали и в регионах с шарами и флагами по-праздничному. Контрольная проверка связи. К нам по видеосвязи подключены 25 регионов нашей страны. И звучат самые важные слова по обе стороны экрана. Разрешите приступить к вводу в эксплуатацию объектов и подачу природного газа. Разрешаю. Приступайте, коллеги. Секунда в секунду одновременно в 25 регионов страны пришел газ. Среди них Татарстан, Алтай, Ростовская и Ярославльская области. В Якутии село Ломтука. Здесь возможность подключиться к голубому топливу получили жители более 200 домов. Мы мероприятиями по газификации Ломтука занимаемся второй год, потому что в прошлом году был построен межпоселковый газопровод, а в этом году это внутрипоселковые сети. Идет газификация домовладений, связанная с социальной газификацией, которая реализуется у нас совместно с компанией «Газпромом» по поручению президента страны. Вместе с якутянами сегодня в разных уголках страны еще 4000 российских семей получили возможность подключения к газу. А еще школы, детские сады, медучреждения, предприятия. Программа газификации регионов стартовала в 2021-м. Ее итоги на газовом форуме подвел министр энергетики страны Сергей Цивилев. «Газпром», регионы выполнили колоссальную работу. Построено более 92 тысяч газопроводов. Около 2000 населенных пунктов, а точнее, по-моему, 1974 населенных пункта получили газ. Это тепло в дома, но прежде всего это тепло в школы, в больницы, в ФАПы. Работа по газификации будет продолжена. Впереди второй этап программы. Он стартует в 2026 и продлится до 2030 года. Тепло должно быть в каждом российском доме. Президентом Российской Федерации поставлена задача к 30 году обеспечить стопроцентную техническую газификацию природным газом. Абсолютно точно эта цель к 2030 году будет достигнута. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Якутия и «Газпром» также подписали программу развития газоснабжения и газификации республики на новый пятилетний срок. Программа обширная, включает в себя ряд мероприятий. Подписи под документом поставили председатель правления Алексей Миллер и глава региона Айса Николаев. «Газпром» работает над газификацией южных регионов Якутии. Основой для подачи сетевого газа станет газопровод «Сила Сибири». Так будут проложены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к городу Алдан и селам Алданского и Нижнегринского районов. Это Ленинский, Лебединый, Чульман, Верхний и Нижний Куранах и Хатыстыр. В Алекуминском районе компания газифицирует 16 сел. Всего до 30 года газ придет в 27 населенных пунктов. 27 населенных пунктов Якутии будут газифицированы до 30 года. И, конечно же, это повышение качества жизни для десятков тысяч людей, которые живут вдоль
газопровода «Силы Сибири» в первую очередь. И, конечно же, хочу сказать, что вот благодаря программе газификации, которая сейчас вот как раз реализуется, у нас уже 10 тысяч домов пришел газ. 10-тысячный у нас будет введен в понедельник. Тем временем в Якутии в последние годы все больше водителей переходят на газомоторное топливо. Это становится не только выгодно, но и экологично. А для их оборудования действуют специальные станции технического обслуживания, о работе которых подробности в своем сюжете расскажет Тимур Колмогоров. Работа с клиентом начинается с выбора топлива и оформления документов. На выбор есть метан и пропан. У каждого топлива свои преимущества как в виде стоимости покупки, объема баллонов, так и в субсидировании установки. По стоимости, если брать, в пример, легковой автомобиль до 2 литров ориентировочно, то стоимость пропана в среднем 70 тысяч рублей. Если считать метан, то с учетом субсидирования федерального выходит около 90 тысяч. Но нужно учитывать, что на метане баллон идет по умолчанию на 80 либо на 100 литров. На пропан в среднем 50-70 литров. С оформлением всех необходимых документов начинается работа механиков и мастеров станции техобслуживания. В их деятельность входит установка баллона, прокладка шланга до мотора, установка редуктора-испарителя и, самое главное, газового процессора, который и будет отвечать за подачу топлива. Самая сложная установка – это врезка в выпускной коллектор, что имеет особое значение для более качественной работы на метане. Качественная установка происходит где-то день, максимум 2, в зависимости от количества цилиндров и автомобиля, от сложности установки ГБО. Главное, что есть редуктор, который при нагреве в жидкой фазе переходит в парообразную. В двигатель идет топливо в газообразном состоянии, а не в жидком. Тем самым улучшает экономию и моторесурс увеличивает двигателя. При профессиональной установке обязательно проверяется корректная работа электроники, а также впуск топлива на возможные дефекты и выпуск газа вне двигателя. После окончания всех работ машина не лишается возможности ездить на бензине или дизеле, тем самым позволяя водителю переключаться между видами топлива при необходимости. Установка газобаллонного оборудования в настоящее время, допустим, и для семьи, и для предприятий это как экономия средств. То есть, допустим, сейчас возьмем даже бензин 75 рублей, так газ 25 рублей. Это уже 3 раза дешевле, чем заводской вид топлива бензин. Сегодня в Якутии зарегистрировано более 2000 машин и порядка 250 автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием. В центральной и южной части республики работает крупнейшая на Дальнем Востоке газозаправочная сеть. К 2030 году ее планируют расширить с 10 действующих станций до 40. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Паромную переправу Якутск-Нижний Бестях планируют закрыть в конце октября. Сроки при этом могут быть изменены с учетом погодных условий и обстановки на воде, рассказали в региональном Минтрансе. Уточняется, что сейчас паромная переправа между Якутском и Нижним Бестяхом работает штатно по летнему графику. По данным министерства, на маршруте задействовано 13 паромов. По решению Росморречфлота навигация по этому направлению продлится примерно до 16-18 октября. Но даты могут быть скорректированы, отмечает ведомство. В парламенте Якутии состоялось заседание, на котором обсуждался пакет предложений по внесению изменений в Конституцию региона. Среди озвученных инициатив – корректировки в сфере образования, полномочий органов власти и системы местного самоуправления. Депутаты выслушали как мнение народа, так и представителей власти. Подробности в сюжете далее. Изменения затрагивают 6 статей основного документа республики. Например, в статье 22 об образовании предлагают поправки, где государство гарантирует бесплатное обучение детского сада, общего и среднего специального образования. Бесплатная учеба в высших государственных и муниципальных учебных заведениях подразумевает поступление по итогам конкурса. Никто не ограничивает наших выпускников и их родителей выбирать 10 и 11 класс. Да? При этом здесь опять
опять же, Конституцией при внесении изменений будут гарантированы права тех детей, которые после 9 класса, это порядка более 4000 выпускников 9 классов, которые выбирают среднего профессиональное образование. Они идут в колледж для того, чтобы получить профессию. С этой профессией, специальностью они могут трудоустроиться. В статье о местном самоуправлении пересмотрят формулировку. По новым правкам главы районов будут наделяться дополнительными полномочиями, механизм которого сможет повлиять и на федеральные структуры, и на крупные компании. Ну а изменения в статье 101 касаются разрешения споров только по закону. Ни одна статья Конституции, которая касается выборности глав муниципальных образований, не менялась. Более того, формулировки, которые использованы в главе, они определяют и позиции, усиливающие местное самоуправление, и определены такие позиции, как и непосредственное участие. Поэтому, конечно, интересно послушать, каким образом читается, комментируется Конституция. Но мы знаем в реальности, что республика была, есть и остается. В статье 72 о власти главы республики предлагают уточнить полномочия. Согласно поправке, глава республики будет работать только с органами власти. Также уточняются его права на распоряжение государственными ценностями, например, ископаемыми. В целом, считаю, что публичные слушания прошли в хорошей такой конструктивной ритме. И депутаты Государственного собрания Илтумен услышали мнение населения. Поэтому считаю, что основные задачи по тому, чтобы довести мнение населения до общественности и услышать это мнение в стенах Государственного собрания Илтумен, публичные слушания выполнили. Поправки еще не приняты окончательно. Их будут еще рассматривать. Финальное решение за парламентариями. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. В Нерюнгри начинает свою работу Центр оказания бесплатной юридической помощи. Это стало возможным благодаря инициативе Адвокатской палаты республики и содействию администрации Нерюнгри. Адвокаты Центра будут оказывать квалифицированную юридическую помощь самым незащищенным категориям населения. Это малоимущие, инвалиды, многодетные, военнослужащие и другие категории. Помощь включает в себя не только юридическое консультирование, но и сопровождение, подготовку документов в суд и представительство в судах общей юрисдикции. Бесплатная помощь будет предоставляться дважды в неделю по понедельникам и средам с 2 до 5. Прием вестись по адресу Дружбы народов, 29/1. В первую очередь это ориентировано на социально незащищенные слои населения. И имеется категория вопросов. Это связано с жилыми помещениями, это связано с коммунальными услугами, защита прав потребителей в части коммунальных услуг. Это выплаты, если участники специальной военной операции, невыплаты социальных льгот, проблемы какие-то с земельными участками. Каждая категория граждан, она рассматривается адвокатом, и после чего будет дано заключение, подпадает этот человек под бесплатную юридическую помощь, либо не подпадает. Сегодня в Якутии прошел первый антитеррористический диктант. Его участниками стали студенты Северо-Восточного федерального университета. Подробности в сюжете далее. В условиях, когда ложная информация может распространиться в одно мгновение, важно уметь отличать зерна от плевел. Сегодня сотни студентов написали диктант, который прошел в главном учебном корпусе университета и включал 30 вопросов – тестовых и кейсовых, требующих не только знания, но и умения рассуждать. Это очень важно, потому что это очень информативно и полезно, так как данная информация поможет нам в будущем в непростой ситуации как раз-таки. Для меня достаточно сложным оказался часть с кейсом, потому что нужно правильно сформулировать свою мысль и донести. Мероприятие прошло и в онлайн-формате. Оно было доступно всем. Задания идентичны и были доступны всем жителям республики в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас очень ужесточили по экстремизму, да, противодействию и терроризму. Законы вышли очень достаточно жесткие, чтобы наша молодежь была все-таки осведомлена и юридически подкована. Подобные акции учат быть внимательными, думать критически и не поддаваться на провокации. Ведь умение сохранять спокойствие и рассудительность тоже часть безопасности. Мы считаем, что наша цель удалась. У нас очень много участников. Участники довольны именно самим мероприятием. И здесь одна из наших целей, которой мы хотим добиться, это именно сформировать стойкое неприятие
навязываемой извне идеологии, которая направлена на разрушение национальной безопасности Российской Федерации. Итоги диктанта станут известны 15 октября, но главный результат уже очевиден. Молодежь выбирает осознанность и ответственность. В мире, где важно быть начеку, мероприятия напоминают: предупрежден, значит вооружен. София Мельникова, Аэлита Махно, Якутск. Мирнинская ЦРБ пополнилась 62 новыми сотрудниками. Среди вновь прибывших медиков специалисты разных профилей, что обеспечит комплексное улучшение медицинского обслуживания населения. Теперь жители смогут получать консультации и лечение у квалифицированных врачей в полном объеме. Подробнее в сюжете далее. Медицинское сообщество Мирнинского района пополняется молодыми специалистами, готовыми вносить вклад в поддержку здоровья жителей Алмазного края. Недавно закончившая ординатуру Татьяна Попова приступила к работе врачом-анестезиологом, реаниматологом в отделении реанимации. Ее первые месяцы на новом месте показывают уверенное и успешное включение в работу команды профессионалов. Я являюсь участником программы «Мирнинский доктор». Получила 1 миллион рублей от администрации Мирнинского района и 1 миллион рублей от акционерной компании «Алроса». Меня обеспечили жильем. Моя квартира находится недалеко от больницы. Все находится в шаговой доступности. Ребенка устроила я в детский сад, тоже находится в шаговой доступности. В этом году Мирнинская центральная районная больница значительно укрепила свою команду. В учреждение пришло работать 62 новых сотрудника, среди которых врачи, медсестры и лаборанты. Это пополнение кадров позволит значительно улучшить медицинские услуги, предоставляемые населению. 27 врачей, 21 медицинская сестра, 4 медицинских лабораторных техника. То есть это специалисты, которые работают в лаборатории, делают анализы. И 9 фельдшеров. Несмотря на то, что прибыл врач-анестезиолог, у нас также остается острым вопрос укомплектования отделения анестезиологии и реанимации. Также у нас есть несколько вакансий участковых терапевтов. Общее усиление кадров состава больницы станет важным фактором повышения качества медицинского обслуживания местных жителей. Новый профессиональный потенциал обещает принести значительные улучшения в организации здравоохранения и повышение доступности качественных медицинских услуг. Анна Васильева, Мирный. Прививочная кампания против гриппа продолжается. Врачи призывают не откладывать вакцинацию. Иммунитет формируется в течение нескольких недель, и о защите следует позаботиться до наступления холодов. Как проходит иммунизация в Алданском районе, где можно поставить прививку, знали наши корреспонденты. Не отказывайтесь от прививки против гриппа. Вирус может быть непредсказуемым, напоминают врачи. Пневмония, дыхательная недостаточность, поражение сердца, почек и центральной нервной системы – это лишь часть возможных последствий. Максимально надежной защитой остается специфическая профилактика. Она является гарантией того, что в случае заражения заболевание будет протекать в легкой форме и не приведет к грозным осложнениям. Особенно опасна инфекция для людей из группы риска. В группе риска у нас относятся это пожилые лица, страдающие хроническими заболеваниями, потому что чаще всего они подвержены именно осложнениям, грозными осложнениями, приводящими вплоть до летального исхода. Поэтому нет такого, что если пациент страдает каким-то хроническим заболеванием, у него будет медотвод. На самом деле он должен в первую очередь прививаться. Не следует забывать и о том, что перенесенная инфекция истощает защитные ресурсы организма. Соответственно, иммунитет может оказаться недостаточно сильным против иных вирусов, циркулирующих во внешней среде. Прививочной кампанией против гриппа охватываются все слои населения. Прививку можно поставить в амбулаторном учреждении по месту жительства. Также вакцинация осуществляется в рамках выездных медосмотров, которые проводят медицинские бригады. Активно проводим мы как в самих лечебных учреждениях, поликлиниках, амбулаториях, ФАПах, так и с выездом на предприятия, в организации. Немаловажен еще один нюанс. Прививка – это не только залог сохранения здоровья, но и условие финансовой выгоды. Примерный подсчет ее величины не сложен. К сумме, которую придется потратить на лекарства в случае болезни, прибавьте разницу между заработной платой и выплатой, которую вы получите по листку нетрудоспособности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
В историческом зале Национальной библиотеки состоялась презентация книг, посвященных поэту-переводчику Дмитрию Дудаеву. Благодаря его труду и таланту на якутском языке были переведены произведения мастеров русского слова Ломоносова, Некрасова, Маяковского, Расула Гамзатова и Рождественского. В мероприятии приняли участие известные поэты, писатели и журналисты, а также земляки поэта. Электронные издания увидели свет благодаря общественно-политическому деятелю Альбине Паисеевой и сотрудникам Национальной библиотеки. Сейчас Национальная библиотека вместе с его земляками сделали электронный вариант книги. И если найдутся спонсоры, они издадут эту книгу. 2 тома. Первый том полный поэзии, второй том его проза, воспоминания, переписка с супругой. Мне кажется, это сродни памятнику. В детском саду «Сказка» в Ленске уже более 7 лет работает учитель-логопед Анастасия Боброва. Она занимается с детьми коррекцией речи. Также девушка является руководителем Центра раннего развития «Зернышко». Подробности в материале наших корреспондентов. Сегодня в «Зернышке» работает 3 логопеда, нейропсихолог, дефектолог, художник и ведется подготовка к школе. Также начал работу учитель начальных классов. Она поможет ребятам сделать домашние задания и заполнить пробелы по изученным темам. Открыт набор на изучение якутского языка для взрослых и детей. Также в планах у Анастасии открыть кружок МВД «Мужчина в доме». Там они будут электрику проходить, там розетки, такое все, чтобы мальчиков готовить к взрослой жизни. Там очень интересные занятия будут. И планирую еще ораторское искусство. Нашей съемочной группе удалось посетить урок подготовки к школе. Группа детей небольшая, всего 8 человек. Так, рассказывает педагог, дети усваивают информацию лучше. Отработать тему получается с каждым индивидуально. Дошколята с интересом слушают Анастасию Борисовну, поднимают руку, как положено в школе, отвечают на вопросы. Мы сегодня проходили букву «М», делали звукобуквенный анализ, подготавливали руку к письму, обводили матрешку, называли слова на этот звук сами, чтобы они говорили. Выполняют задания будущие школьники внимательно и очень аккуратно. Делаем лабиринты какие-то. Тут по буквам проходишь вот так вот. Оп, 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 и к морозу. Тебе нравятся уроки, Анастасия? Очень. И мы постоянно учим буквы и цифры. Учимся читать, писать. В «Зернышке» Анастасия ведет не только подготовку к школе у 6 групп, но и занимается с детьми с задержкой речевого развития. Ставит звуки тем, кому необходимо. Что там? Мешок. Мишок. Мешок. Шок. Шок. Все, молодчинка. Ура! Спасибо! Также Анастасия работает в детском саду «Сказка», ведет занятия в коррекционной группе со сложными детьми, где процесс работы поставлен иначе. Требуется больше времени, больше терпения. Но и воспитанники таких групп со временем учатся правильно говорить, подтягиваются за сверстниками и успешно поступают в школы. Когда правильно выговаривают звуки, они потом идут куда-то на конкурсы, рассказывают стихи. Ну и так встречают в городе, все обнимаются и помнят тебя. И родители приводят новых детей, следующих детей. Там одни позанимались, еще ведут, знакомым советуют. Сейчас сложно представить образовательный процесс без задействия современных технологий. Именно поэтому Анастасия Борисовна в своей работе старается шагать в ногу со временем. Так, например, для поддержки интереса у детей к логопедическим занятиям она использует интерактивные технологии. Постоянно проходит новые курсы, повышает квалификацию. Но и на этом учитель-логопед останавливаться не планирует. Впереди еще много детей, нуждающихся в помощи, и новые уникальные методики работы с ними. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.